Минобороны Таджикистана предложила наказать своих критиков. Новые подробности. Глава Кулябского КЧС скончался в результате избиения. Сотрудник ФМС Воронежа, избивший мигранта, отстранен от работы. Министерство обороны Таджикистана предложило ввести наказание за публикацию недостоверных и безосновательных сведений об армии в процессе призыва, в том числе за видеозапись моментов так называемой облавы на призывников. В Минобороне эту информацию подтвердили и сообщили, что проект этой поправки в закон представлен на рассмотрение. Его цель – не допустить дискредитацию службы в таджикской армии. По сообщению источника, распространение любой ложной информации среди населения ослабляет доверие народа к армии и негативно сказывается на престиже и обороноспособности страны. Проект разработан и представлен на рассмотрение в целях предотвращения распространения через средства массовой информации, интернет или иные сети электронной связи любых ложных и недостоверных сведений об условиях службы в вооруженных силах Республики Таджикистан или о ходе проведения кампании по призыву граждан к прохождению военной службы, а также других сведений, которые могут нанести ущерб престижу национальной армии и ее военнослужащих, сказали в Министерстве обороны. С началом каждой призывной кампании в СМИ и социальных сетях Таджикистана публикуются видео насильственного задержания молодых людей неизвестными лицами, которые пользователи называют принудительным привлечением молодых людей на военную службу или облавой. Власти отрицают случаи облавы и заявляют, что если молодые люди после получения повестки не являются в военкомат, то милиция имеет право принудительно привести их. Аналитики говорят, что если этот закон будет принят, за публикацию видео про облаву, распространение и даже лайк на эти публикации может привести к аресту простых граждан. Глава Кулябского зонального отделения Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Абубакр Саидзода скончался в больнице в результате травм, полученных во время избиения. Ранее сообщалось, что глава Кулябского зонального отделения скончался от резкого повышения давления, произошедшего во время спора о распределении воды. Официального сообщения о кончине высокопоставленного чиновника нет. Между тем, источники в правительстве Индоргаринской районной больницы сообщают, что на теле Абубакра Саидзода были следы побоев. По их информации, он был доставлен в больницу в 11:15 10 июля, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. У него было сильное кровотечение изо рта и носа, скорее всего, удары пришлись на печень или сердце. Тело Абубакра Саидзода было отправлено на судмедэкспертизу, но результаты пока не объявлены. Как сообщают некоторые источники, Абубакр Саидзода владеет 20 гектарами земли, на которых он вместе с 6 своими сыновьями сажал хлопок. Спор этого чиновника начался с одной из влиятельных семей в Донгаре – Шайбоновыми. Шайбоновы выращивали кукурузу на участках, расположенных рядом с хлопчатником Саидзода. Как говорят источники, Саидзода избили 5 человек. На месте происшествия также находилось 2 сыновей Саидзода. Также есть информация о том, что один из членов семьи Шайбоновых также получил травмы и находится в больнице. Власти данное сообщение не опровергают, но и не отрицают. Источники говорят, что в государственных учреждениях Донгары Абубакр Саидзода был человеком Нуриддина Рахмона, брата президента Эмомали Рахмона, и после смерти которого Саидзода утратил влияние. Семья Шайбоновых близка к Рустаму Эмомали. Пока никого по этому делу не задержали, сообщили источники. Подтвердить это сообщение в официальных структурах в настоящее время не представляется возможным. В Воронеже отстранен от работы сотрудник Федеральной миграционной службы, замешанный в скандале с избиением посетителя-мигранта, сообщает rg.ru. В конце прошлой недели по сети разошлось видео, где молодой сотрудник ФМС, берущий у мигрантов дактилоскопию, некорректно общается с посетителями. Он ударил своего клиента локтем в грудь, а затем грубо схватил его за руку и прижал ее к датчику. Как позже выяснилось, мигрант был из Узбекистана. О грубом сотруднике сообщили главе Узбекистана
узбекской диаспоры в России Бахрома Измаилову. Он направил по этому поводу запрос в прокуратуру. После этого полиция начала проверку. Вольно-наемный сотрудник ФМС отстранен от работы. Руководство ГУМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.